и когда. Это некий календарь Да, для можете бизнеса, начинать. бизнесмена. Советую сделать скриншот экрана, либо сфотографировать этот слайд на телефон, потому что очень много вопросов возникает по поводу сроков. Да? Сроки бывают на те или иные товары разные. Те или иные товары, они сразу не переходят, поэтапный переход идет. У кого-то начинается с регистрации, у кого-то, у какого товара начинается маркировка остатков, потом запрет продажи, у кого-то запрет производства и импорт немаркированных товаров и так далее. Так, подробно сейчас рассмотрим. Сфотографируйте лучше, это уже обновленные сведения после карантинного периода. Эти даты свежие, можно сказать, еще не откорректированы никем. Так, первая строчка, первая линейка, это идут у нас даты. Тут у нас на примере идет обувь. Первая строчка, да? Вторая строчка – это легкая промышленность. Легкой промышленности нашей относится это одежда наша, которую мы носим. Дальше идет духи. И четвертая строчка – это шины. Давайте рассмотрим обувь. Обувь, продавцы обуви наверняка помните, то, что у нас раньше был срок, до 1 марта был запрет продажи немаркированной обуви. В связи с пандемией этот срок отсрочили, то есть маркировка остатков у нас продлилась с марта, был до марта. Теперь маркировка остатков идет у нас до июля 2020 года. До этого времени, до лета, вы должны успеть промаркировать свой склад. Так, дальше с июля месяца идет запрет продажи немаркированной обуви. На этом этапе запрещается маркировка остатков. Вы уже наверняка к этому времени уже все должны замаркировать и продавать уже маркированную обувь. Либо с остатков продаете, либо уже продаете новый товар, который пришел от производителя, либо от поставщика, уже с нанесенной маркой. Населенным кодом, то есть, извините. Так, дальше легкая промышленность до июля месяца 2020 года, то есть сейчас, на сегодняшний день, он регистрируется на сайте Честного знака и оповещает о том, что он становится участником оборота платьев, штанов, да, и легкой промышленности в общем. И ему дается срок до конца этого года, 2020 года, маркировать остатки своего склада. Духи. У нас идет регистрация до 1 октября 2020 года. С октября месяца идет запрет на ввод в оборот немаркированного товара. Шины тоже сейчас регистрируются. Потом идет этап запрет на производство и импорт немаркированных шин. То есть сейчас до ноября этого года производители и импортеры, у них идет стадия, когда запрещается выпускать уже немаркированные шины. Так, и продают остатки. И со следующего года, марта месяца, у них идет запрет оборота немаркированных шин. Так, как вы видите в этой таблице, в этом слайде, у каких-то товаров есть понятие маркировки остатков, да? А у каких-то товаров нету данного понятия маркировки остатков. Вот, допустим, у лекарства нету маркировки остатков. Почему? Потому что лекарство имеет свой срок годности. Лекарства у нас продаются до тех пор, пока у нас не вышел срок. Поэтому нет понятия маркировки остатков. Вот как видим, маркировка остатков тоже отсутствует у позиции духи. Так, дальше. Дальше у нас немножко поподробнее остановимся о сигаретах, о маркировке сигарет.
Кстати, если возникают вопросы, вы можете написать в блоке вопросы или в чат просто написать свои вопросы. Вот как раз лекарства, вы уточняете, лекарства у нас идет, перенесли срок на 1 июля 2020 года. 1 июль 2020 год. Так, маркировка табака. Наверняка маркировка табака, она же давно стартовала, да? Уже в марте 2019 года. Даже не в этом году, а в прошлом году. Каким образом она стартовала? Стартовала с того, что участники оборота сигарет начали проходить регистрацию на сайте «Честный знак». Вот, и тем самым они оповещали «Честный знак» о том, что у них они перепродают сигареты. И продавец табака должен пройти регистрацию, если не ошибаюсь, до июня этого года. То есть у них есть еще и лимит. А если у них появляется потребность в продаже сигарет после июня месяца, то ему дается 7 дней с момента появления данной потребности. 7 календарных дней. Так, это мы конкретно смотрим именно табак. С 1 июля 2019 года уже прекратили, в прошлом году, летом, да, производители прекратили выпускать немаркированные сигареты. Угу. А вы, если вы продавец сигарет и торгуете легально этими сигаретами, то вы наверняка уже сканируете этот QR-код Data Matrix и продаете. Но есть люди, есть организации, магазины, которые продают на сегодняшний день сигареты как обычный товар, как немаркированный товар, да? И они должны будут сейчас уже продавать по закону и должны прошить свою кассу. Ну, об этом я попозже расскажу. Немножко очень длинно буду рассказывать. Так, и сейчас, если вы видите в этих гипермаркетах, в крупных магазинах, когда покупаешь несколько пачек сигарет, да, допустим, 4-5 штук одной марки, допустим, да, Парламент покупаешь, они сканируют каждый код. Почему? Каждый товар, каждую пачку сканируют, несмотря на то, что их ты купил 5 штук, и они одинаковые. Они сканируют, потому что у каждого пачки сигарет свой уникальный код Data Matrix. Так, и следующий этап – это будущий период, будущая дата – 1 июля 2020 года. То есть с этого момента, с летом, с 1 июля 2020 года, розничная продажа сигарет, магазин принимает универсальный передаточный документ только через оператора электронного документооборота. То есть вы сможете реализовать товар, маркированные сигареты, только если вы подтвердили документ реализации, универсальный передаточный документ в электронном виде. Вот. Так, в электронном виде подтвердили и таким образом реализуете в дальнейшем. Так, подробнее потом остановимся, как это будет выглядеть. Так, давайте посмотрим на эту схему работ маркировки. На этой очень запутывает бизнес. Тоже предлагаю сделать скриншот экрана, либо сфотографировать на телефон. И вы, если поймете данную схему, схема немножечко сложная, но, в принципе, если слаженно я буду рассказывать, и вы это будете понимать, то в целом в дальнейшем вы внедрите маркировку
в комфортных условиях, можно сказать, да? Так, схема. Давайте посмотрим. Начинаем с поставщика. Вот я буду выделять поставщика. Вот это поставщик, может быть и производитель, да? Поставщик, производитель в одном лице. Схема данной маркировки, она в принципе одинаковая для любого маркированного товара. Смысл один и тот же. Поставщик, либо производитель производит товар. Ну, к примеру, возьмем обувь. Произвел. Заказывает через... В нашем случае я буду на примере SBIS говорить. На платформе SBIS, через платформу SBIS заказывает на эти выпущенные произведенные товары коды маркировок. Через BIS же он получает эти коды и наносит эти коды на товар, на коробку, на сам товар, на этикетку наносит. И собирается его реализовать до вас, либо до поставщика. Поставщик, если это он получил от производителя, он через оператор электронного документооборота получил накладные и тем самым оповестил честный знак о том, что он с сегодняшнего дня, с момента подписания этих документов, становится собственником этих товаров. Так, поставщик пришел, потом он должен будет реализовать его до розничного магазина. Каким образом это делает? Он физически отправляет этот товар и одновременно с данным товаром отправляет УПД через оператора электронного документооборота. Представьте себе, раньше эти товарные накладные, они были в бумажном виде, а в связи с тем, что в этих документах содержится каждый уникальный код, дата, матрикс о каждой штуке товара, данный документ физически никак не может передаваться точке продаж в бумажном виде. Поэтому этот документ превращается в электронный вид и доставляется до точки продаж только в электронном виде. Точка продаж получила несколько коробок обуви от поставщика. Заходит в SBIS кабинет, смотрит накладную от поставщика, сверяет факт с учетом. Все хорошо, отлично. Может по желанию сканировать каждый товар, проверить, да, на соответствие кодов. Может, не глядя, допустим, подтвердить накладные. И данный товар стал собственностью точки продаж, то есть вашей собственностью. Об этом честный знак должен тоже знать, о том, что вот эти-то, когда-то честный знак давал коды для поставщика, для производителя эти коды товаров, и куда они делись, чьей собственности они теперь стали. Об этом честный знак о движении данных товаров должна знать. Поэтому точка продаж оповещает честный знак о том, что он получил. Каким образом оповещает? При получении документов через ИДО оператор ИДО обязана передавать эти данные в честный знак. Обязана передавать тогда, когда она умеет это делать, и тогда, когда есть лицензия маркировки. Лицензия маркировки. Так, все, точка продаж получила товар. Дальше что нужно делать? Каким-то образом его нужно из баланса списать. У меня находится, допустим, я магазин, у меня находится 100 коробок пар обуви, которые с маркированной обуви. Я каким-то образом должна буду реализовывать их. Реализация, либо списание кодов из оборота, списание товара из оборота, круговорота вот этого, да, идет
Через что? Только через кассу. Вы отпускаете товар покупателю, сканируя QR-код этого товара. Чек улетает, в нашем случае, в BIS ОФД, без вашего ведома. Он всегда улетает, если вы подключены к оператору фискальных данных. Да? А с BIS ОФД выбирает из этих чеков то, который содержит код товара, допустим, да, маркированный товар выбирает он и передает эту информацию в честный знак. То есть без вас он все передает информацию в честный знак, без вашего ведома. Таким образом, вы, не ощущая того, вы продаете, как и продавали, вместо вас все это будет делать BIS и передавать информацию в честный знак. Вопрос. Что же делать тем районам, которые у нас отдалены, труднодоступные, да, относятся к ним? Они же продают, продают без передачи ОФД. У них касса не подключена к интернету. Что же они должны делать? Каким же образом оповещать этот честный знак, чтобы передать то, что из баланса моего вот эти товары все ушли, и у меня уже на балансе в моей организации нет этих товаров? Он должен выгрузить данные кодов товара со своей кассы, архивированный файл. У всех касс на сегодняшний день готова эта выгрузка. Выгружает код товара, в архивированном файле передает самостоятельно в честный знак. Заходит в кабинет честного знака по электронной цифровой подписи, переходит в вкладку «Документы» и загружает, заливает туда файлы с кодами товаров. Для сигарет это раз в 30 дней. С момента продажи. В этой схеме давайте еще раз посмотрим вот эту точку продаж. Точка продаж, когда она будет получать от поставщика товар, он должен иметь оператора электронного документооборота. У него кассовая программа, онлайн-касса, должна быть прошита до последней версии. То есть она должна уметь поддерживать продажу маркированного товара. И уточниться у своего оператора фискальных данных, передает ли, либо умеет ли передавать коды в честный знак. То есть сейчас розница в первую очередь смотрит, есть ли ЕДО оператор, умеет ли ОФД передавать чеки в честный знак, прошита ли моя касса до последней версии и какой из моих сканеров поддерживает продажу маркированного товара. Маркированный товар сканируется только на 2D-сканере. Поэтому проверьте у себя. Дальше. О чем же нужно отчитываться в госсистему? Госсистема – это в нашем случае будет сайт честного знака. Честный знак, в свою очередь, он тоже промежуточное звено, которое передает информацию госсистемам, разным госсистемам. Допустим, так, сигареты контролирует МОД-ТП, там лекарства контролирует другая госсистема, этот обувь контролирует ГИС-МТ, по-моему. Вот. Честный знак тоже является неким промежуточным звеном. Да? И о чем же нужно отчитываться в эту госсистему? О приемке, о том, что товар поменял собственника, о том, что вы получили этот товар, о продаже,
то есть товар выбыл из оборота. О том, что вы перемаркировали товар. Перемаркировали, это значит, маркировка стерлась, выцвела, либо с упаковкой что-то случилось, в упаковке содержался код товара. Это значит перемаркировка. И о списании. Выбивать из оборота помимо продажи можно и через списание. Списание товара выходит тоже, бывает в разных случаях, когда товар непригоден для продажи, для дальнейшей продажи, потеря, кража, таким образом вы должны списать. Все эти движения автоматизированы, то есть ручками, бумагами довносить информацию до экосистемы ничего не надо. Все это автоматизировано. Ваши инструменты – это ваш оператор документооборота, который будет передавать информацию. Либо самостоятельно через сайт Честного знака допустим, в автономном режиме передает информацию о продаже маркированного товара, да, используя электронную цифровую подпись. Так, давайте дальше пойдем. Виды этикеток. Подробно рассмотрим код Data Matrix. Data Matrix код, как вы видите, он квадратный. Таким образом, очень легко определить то, что этот код является маркированным товаром, говорит о маркированности товара. Он идентифицирует конкретную единицу товара. Допустим, если это случай обуви, идентифицирует ту обувь, которую я только что одела, а не размерный ряд, а не модель. Да? Вторая, под QR-кодом находится код товара. GTIN присваивается группе товаров. Дальше идет индивидуальный серийный номер конкретной единицы товара. Они, в общем, обозначают код идентификации SGTIN. Если же вам производитель отпускает товар внутри коробки, вот она коробка, да? Он в коробку ложит несколько товаров, которые содержат каждый в себе уникальный серийный номер. Запечатывает. Вы получили невскрытую коробку. Вам достаточно и киту, вот этот вот, так, код идентификации транспортной упаковки, будет говорить о том, что внутри него содержатся вот какие-то серийные номера, коды товаров. Он содержит информацию, киту содержит информацию про содержимое внутри коробки. Так, давайте немножечко представим, что мы производители, и вы же иногда спрашивают, каким образом производители это происходит, что производитель с этим делает, и давайте посмотрим, как это будет выглядеть на производстве, на примере с BISA. Так, производитель, когда начинает производить товар, допустим, в нашем случае это будет покрывало, плед, наволочки, да, одеяло. Он создает акт выпуска. Документ называется акт выпуска. В акте выпуска покрывало, оно создается из разного состава. Там сколько-то метров ткани, сколько-то ниток ушло на данное покрывало. И вот эти номенклатуры у него уже вбиты в их учетной системе. В нашем случае мы показываем на примере с BISA. BIS может работать не только с розницей, но и производителем. Указывает, сколько он на сегодняшний день выпустил. 50 штук, допустим, покрывал, 20 штук наволочек. Да? И тут же, не выходя из своей учетной системы, нажимает кнопочку «Заказать». Это значит заказать коды. Информация уходит в честный знак.
Честный знак тут же отправляет ему коды маркировки на данный товар. Розница, получив код маркировки, через же СБИС, он получает этот код маркировки, распечатывает его в удобном для него формате. СБИС умеет работать, печатать ценники, этикетки в разных форматах, которые требуются для вас. Распечатал, наносит на каждый товар, приклеивает. В зависимости от товара, от удобства, он приклеивает на сам товар, наносит на сам товар, да, наносит на коробку, либо наносит на этикетку. Так, и у нас для производителей есть мобильное приложение СБИСа, которое упростит работу производителя при упаковке. Вот, допустим, серийные номера, которые содержит упаковка, вот эта упаковка. Тут идет линейный штрих-код, да, который мы привыкли видеть с полосиками. А вот это серийные номера, они уже коды Data Matrix упаковывает, сканируя каждый товар. Так, кстати, у СБИСа для производителя есть мобильное приложение СБИС на складе, через которое он может использовать при сканировании товаров и упаковывании. При сканировании они будут менять цвет, допустим, зеленый. Он будет превращаться в зеленый цвет и говорить о... Так, подождите-ка, у меня звонок. Так, и говорит о том, что данный товар отсканировался. Так, дальше. Производитель, не выходя из своей программы, через которую он заказал, через которую он выпустил товар, реализовывает до вас. Да? Реализация товаров и услуг в одном окне и документы учета и коды маркировки. И нажимает кнопочку «Отправить», и вы уже получаете его. Для производителя что нужно? Производитель должен купить приобрести принтер этикеток, терминал сбора данных, допустим, да, подключить оператор электронного документооборота и приобрести СБИС-маркировку. Давайте теперь посмотрим вашу сторону, розничную торговлю. Чем же отличается? В первую очередь розничная торговля сейчас начинает что делать? Смотрит, есть ли у него электронно-цифровая подпись для того, чтобы зарегистрироваться на сайте Честного знака. На сайте Честного знака вход только по подписи. Угу. Регистрируется на Честном знаке. Далее смотрит свою учетную программу, через которую он будет отпускать. Его учетная программа, розничная программа должна уметь поддерживать, продавать маркированный товар, обновить кассу и программное обеспечение. А кассу обновлять для того, чтобы касса умела, понимала, что данный товар содержит код товара. Так, то есть вам не только обновляете саму кассу, но и обновляете свою розничную программу. Клиенты СБИСа ничего обновлять не нужно по розничной программе. Она уже обновлена. Она в режиме онлайн обновляется. Так, нужно будет посмотреть, есть ли у вас сканер штрих-кода. Какие из них в 2D режиме работают. То есть сканер, обновить ПО, обновить кассу. Дальше, в зависимости от товара, который вы продаете,
я говорила то, что есть понятие маркировать остатки. Конечно же, этого понятия нету, если вы продавец лекарства. Так, конечно же, этого понятия нету, если вы продаете сигареты. И наверняка не будет у продавцов парфюмерии. Маркировать остатки вы должны запросить коды на каждый товар и нанести этикетки, новые этикетки на ваш товар. Дальше вам нужно будет проверить своих операторов. В данном случае операторов у вас будет два. Оператор электронного документооборота, который будет оповещать о том, что вы получили товар честному знаку. Оператор фискальных данных для того, чтобы передавать информацию о том, что товар выбыл из оборота. Угу. Так, ну, автономному режиму, конечно же, если он продает маркированный товар, выгоднее всего подключиться к оператору фискальных данных, потому что каждый месяц мучиться выгружать вот эти коды товаров и самостоятельно загружать честный знак, это тоже очень хлопотно. Поэтому подключайтесь к ОФД, и ОФД будет передавать все за вас. Так, и решение под ключ. Наверняка не секрет то, что если вы работаете с одним поставщиком по всем этому круговороту движения, отражения товара честному знаку с одним поставщиком, то у вас будет все очень красиво и экономно. То есть один поставщик, в нашем случае это SBIS, будет все делать за вас. Давайте посмотрим, что же мы можем предложить. Мы выпустим электронную цифровую подпись, если на сегодняшний день у вас нет подписи. Зарегистрируем вас на честном знаке. Если нету сканера, подберем сканер, 2D-сканер обязательно, подключим сканер штрих-кода. Так как мы являемся не только продавцами контрольно-кассовой техники, но и умеем ремонтировать эти кассы, мы обновим кассу прошивкой вашей кассы, несмотря на то, что вы покупали не у нас, и подключим к оператору фискальных данных электронного документооборота. Если нет розничной программы, либо если дорого обновлять вашу розничную программу, так как она локальная, то мы поставим свою SBIS-розницу. Так, дальше. Давайте посмотрим подробнее о регистрации честного знака. Для того, чтобы зарегистрироваться на честном знаке, вообще войти в эту систему честного знака, вход только по сертификату. Логин и пароль не представляется. По сертификату только руководителя, то есть директора организации. Желательно регистрация с честного знака должна осуществляться с вашего рабочего места. Почему? Потому что если вы даете, кого-то просите, который за вас будет регистрировать будет регистрироваться на честном знаке, то вы в последующем потом по регистрированной кабинету вы не сможете войти в кабинет честного знака, потому что ваше рабочее место не настроено для этого. Поэтому очень важно, если раз уж просите кого-то зарегистрироваться, пожалуйста, зовите этого человека в свой офис, в свое рабочее место, и пускай регистрируется с вашего рабочего места. Потому что настройка там достаточно для обычного пользователя достаточно сложная. Так, дальше идет подписание договора с сайтом ЦРПТ, то есть честным знаком. Оформление заявки на ПАК. ПАК расшифровывается программно-аппаратный комплекс. Заявку на ПАК не обязательно
подавать, если вы продавец табака. Потому что вы уже получаете однозначно уже сгенерированные, ну, физически получаете товары, которые уже содержат в себе QR-коды. Так, дальше идем. Дальше маркировка остатков. В данном случае вам нужно будет, если вы... Я говорила, то, что маркировку остатков нужно будет маркировать не всем. Если раз уж вы продавец обуви Легпрома, да, то вы остатки маркируете. И шин тоже. Вы описываете, перед тем, как маркировать остаток, вы обращаетесь к честному знаку. Говорите то, что у меня осталось 50 пар обуви. Они вот такие-то, какого-то произведены в РФ, они женские, кто-то из них мужской, и 3 штуки детских. Описываете остатки свои, да, таким образом. И запрашиваете коды на честном знаке. Через некоторое время, ну, практически моментально, приходит к вам этикетки, новые этикетки с содержанием, описанием этих товаров, по которым вы характеризовали этот товар. Все, вы должны что сделать? Распечатать его, эти коды, и приклеить на каждый товар. Дальше, что нужно сделать? Это нужно сделать, ввести товар в оборот. Значит, вы этот товар собираетесь продавать. Об этом тоже нужно будет оповестить честный знак. Ввести товар в оборот. Давайте посмотрим, каким образом описывается товар в честном знаке. Вот эта желтая галочка означает, что описание идет через сайт честного знака. Вот этот знак говорит, что это описание идет на сайте ГС1. Слава богу, если вы розничная торговля, если вы не производитель товара, вам не нужно будет описывать полностью. Вот так вот, не нужно будет описывать полностью. Вот это уже задача описания только для производителя, который производит товар. Наверняка наши слушатели нет производителей, поэтому будем смотреть сокращенное описание остатков. Вам нужно будет указать ИНН собственника товара, 2 знака кода товарной номенклатуры, целевой пол, мужская, женская, унисекс. И 4 – это произведен в РФ, либо произведен в Российской Федерации. Только 4 описания, 4 вида описания. Больше ничего придумывать не надо, состав ничего не надо делать, потому что это у вас остатки и потому что вы розница, потому что вы не произвели этот товар, потому что он к вам пришел от кого-то другого. Понятно, да? Так, смотрим дальше. Описание остатков на честном знаке. Вам нужно будет заполнить это вручную. То есть ИНН указываете организации, как я уже говорила. Если товаров у вас много, в принципе, честный знак понимает и файл Excel. Нужно будет вот так вот указать произведен, ввезен в РФ, целевой пол, код товарной номенклатуры, он у вас будет автоматически 64. И нажимаете кнопочку «Отправить». Вы получаете этикетки. Вот они, этикетки. Вы их распечатываете отсюда. Тут есть возможность выгрузки. Распечатываете его. После этого вводите эти этикетки в оборот. Получаете коды, печатаете этикетки. После этого вводите товары в оборот.
То же самое, то, что я уже раньше говорила. Получили код, распечатали этикетки, нанесли на товар, ввели их в оборот. Нажимаете сюда. Так, если у вас остатков много, то выгоднее будет приобрести принтер, который у вас будет находиться в магазине и которым вы в дальнейшем потом будете использовать, допустим, для ценников, либо для других предназначений. Да? Если у вас объем маленький, нет смысла покупать принтер, мы можем предоставить услуги, распечатываем этикетки и введем их в оборот вместо вас. Дальше приемка по кодам. Так, приемка по кодам. Тут система SBIS, оператор SBIS, когда вы получаете накладные от поставщиков, вы с этого же окна сверяете коды. Можете сверять, можете не сверять. То есть в SBIS накладная и коды все в одном окне. Бывает такое, то, что склад находится у нас в другом месте, честный знак, либо учетная наша программа находится в другом месте. Что же в этом случае делать? У SBIS есть мобильное приложение. Достаточно, это мобильное приложение, оно бесплатное. Нужно иметь телефон и просто сканировать QR-коды. Он будет как и собирать эти серийные номера, так и передавать информацию в честный знак о том, что вы получили. То есть мобильное приложение устанавливается на Android либо iOS и сканируете камерой телефона. Дальше есть вариант, тоже эконом-вариант. Тут цена указана, кстати, за телефон, а не за само мобильное приложение. Так, дальше простой тоже вариант – это Bluetooth-сканер. Сканер, который беспроводной. Угу. Так, дальше идет уже подороже терминал сбора данных TSD. На TSD тоже может стоять наше приложение с бизнес-складе, которое будет собирать серийные номера и передавать информацию в честный знак. TSD всегда стоит дороже – 29 тысяч. Так, ну, про мобильное приложение уже успела рассказать. Туда идет сверка факта с документом. Вы его можете использовать даже в инвентаризации. Сводка по движению товара. То есть кликаете на товар, можете посмотреть, когда он прибыл к вам, когда он переведен с какого-то склада на другой склад и так далее. Так, давайте посмотрим теперь SBIS розницу. Вы можете посмотреть технологии. Технологии розничной программы, они везде одинаковые. Поэтому посмотрите, каким образом это будет выглядеть в нашей розничной программе. Так, наша платформа SBIS подходит не только для продавцов определенных сфер, не только для розничной торговли, как я показала, продемонстрировала, даже и для производителей. Может подойти для общепита, для продавцов легкой промышленности, обуви. В одной же системе вы можете подтверждать накладные от системы ЕГАИС, отчитываться за продажу сигарет в МОТП, отчитываться в ГИС «Меркурий» о том, что вы получили ветеринарно-сопроводительные документы. Да? То есть в одном окне, в одной платформе все это реализовано. И продавать же лекарства, так и получать от них. То есть это получение документов ВДО через БИС, сверка годов с ГИС на приемке, отправка данных о продаже.
СБИС больше, чем маркировка. На основании того, что вы продали тот или иной товар, потихонечку собирается аналитика про ваш товар. То есть СБИС собирает информацию про то, что вы продали на определенную сумму в этом месяце. Он сверяет продажу с предыдущим месяцем, предыдущим годом, поможет вам работать и работать с поставщиками, сделает аналитику, допустим, какие-то товары наиболее продаваемые, наименее продаваемые, какие товары у вас залежи, предложит вам сделать скидку на них. Очень быстро, легко и просто можно оформить возврат. Тем самым, если возвращается маркированный товар, СБИС автоматически обратится к честному знаку, и этот товар у вас снимется из оборота, да? Поддерживает работу с наличкой, безналичными товарами. Можно совмещать продажу, допустим, 200 рублей наличкой, остальную часть по карте производит оплату. То есть все, что умеет розничная программа, СБИС умеет и даже больше. Ну, согласитесь, если стоит у вас СБИС, и в этом же СБИСе вы подтверждаете накладную, и этот же СБИС у вас будет передавать чеки в ОВД, то есть в одном окне все легко и понятно, интуитивно понятно будет у вас в СБИСе. И СБИС поддерживает все программы лояльности, то есть все скидки, которые существуют, возможные и невозможные. Это автоматические скидки автоматически ручные, да? Скидки от количества и так далее. Ну, как я уже сказала, это СБИС имеет мощный бэк-офис, в котором могут вестись все складские операции, инвентаризация, пересортица, перемещение со склада на другой склад, расчет и контроль цен, наглядный каталог, контроль ассортимента и план закупок. СБИС предложит интеграция с интернет-магазином, интернет-касса, отчеты о продажах в реальном времени, поддерживает маркировку любую, которая на сегодняшний день существует. И самое главное, СБИС умеет рассчитывать заработную плату вашего сотрудника, который будет продавать, используя СБИС. То есть заводится сотрудник, он продает, допустим, посменно, да, и он СБИС видит, допустим, Сидоров продал на какую-то сумму, Сидоров умеет продавать только, допустим, обувь, а другие сопутствующие товары Сидоров, оказывается, не умеет продавать, и таким образом вы можете управлять за вашими сотрудниками. Учитывает рабочее время, можно настроить видеоконтроль за каждым чеком. И полностью можно вести бухгалтерию от расчетов с поставщиками до сдачи отчетности. Так, ну, все прекрасно будет для бухгалтера, если он видит все в одном окне. Сколько он поставщику должен, сколько денег у него на кассе, насколько, на какую сумму розничный магазин продал сегодня или позавчера. Если это одна система, будет все прекрасно, все будет видно в одном окне. Так, и как я уже говорила, мы умеем ремонтировать любую кассу. Есть права на ремонт, лицензии на ремонт на все популярные марки кассы. Обновляем программное обеспечение кассы. Перерегистрируем кассу с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения или по желанию, по вашему, на другое. Настроим работу с маркировкой. У нас есть прекрасная техническая поддержка, которая работает круглосуточно. Там задействованы более 1000 человек, которые работают круглосуточно в любое время. Даже в Новый год, 31 декабря, вы можете дозвониться до нашей техподдержки и получить консультацию по
потом по тем или иным темам. Так, дальше. Тут у нас контактные данные. И подытожим наш вебинар. Так, таким образом, внедрение маркировки в бизнес – это есть и плюсы, и минусы. Минусы – это затратно, а плюсы в том, что вы будете все видеть в своем бизнесе, сколько и чего у вас осталось и на какую сумму. То есть это прозрачность, появляется прозрачность бизнеса. Да? Что еще хочу сказать? Мы находимся в бизнес-центре на Кирова, 18, блок В, где основной блок на 12 этаже. Лифт доезжает и тот, и другой, правый и левый. Кабинет 1212. Наши телефоны 219 560 и сотовый телефон 8 914 2 и 700, дальше 715 835. Можете звонить либо по короткому номеру. Так, поступают вопросы, пожалуйста, пишите вопросы. Продукты питания и ювелирка, не подходят ли маркировки? Продукты питания на сегодняшний день в режиме эксперимента стартовала молочка. Постепенно в 2024 году питание тоже полностью переведется в маркировку. Ювелирка пока нет, пока не маркируется. В прогнозе 2020-2021 про ювелирку мы не смотрели. Так, что еще? Во вкладке «Файлы», чтобы зарегистрироваться в честном знаке, нужна касса. Нет, не нужна. Нужна электронно-цифровая подпись. Просто. На руководителя. Заходите на сайт честного знака и регистрируйтесь спокойно. Указываете, правда, в честном знаке вы указываете своего оператора электронного документооборота, но можете желательно указать нас с оператором электронного документооборота, так как получение входящих документов через БИС, оно всегда бесплатно. Поэтому оператором документооборота можете указать Tensor с БИС. Что еще? Во вкладке «Файлы» у нас есть несколько коммерческих предложений, которые сформированы конкретно под конкретного клиента. Клиенты бывают разные, поэтому есть, допустим, сейчас я открою коммерческое предложение одно. Так, открыть. И попробую показать свой экран. Так, ни для кого не секрет то, что, в принципе, если вы маленький магазин, имеете обычную кассу, кнопочную кассу, да, автономную кассу. Автономная касса, она похожа на калькулятор. К сожалению, я сейчас не смогу вам продемонстрировать. Вот на экране вот он находится, вот она. Автономная касса. Можно сказать, что он похож на калькулятор. В принципе, можно работать и на нем. В принципе, можно и продавать товар маркированный и на нем. Можно научить его, грубо говоря, да? Каким образом? Касса все равно прошивается, докупается 2D-сканер, вводится туда номенклатура. Но вы должны иметь не программу, а этот компьютер. Для чего? Догадайтесь, для чего? Для того, чтобы вы получали накладные от поставщиков. То есть накладные подтвердили, каталог загрузили сюда, используя через компьютер USB, да? Загрузили каталог, продаете через сканер. Такое решение возможно. Но каждый раз обращаться к компьютеру тоже очень трудно. И продавать, не глядя
того, что ты продаешь, тоже трудно. Поэтому рано или поздно вам нужно будет отказаться от автономной кассы. Автономная касса. И я имею в виду автономную кассу. Так, тут у нас вопросы появились. Давайте посмотрим. Будет запись, и я чуть опоздала. Наверняка будет запись. По поводу записи я не знаю. У нас организатор данного вебинара «Мой бизнес». Надеюсь, запись будет. И где-то он сохранится. Так, что еще будет сохранено? Вот, отвечают вам. Будет сохранена. Ага. Так, что еще? Давайте посмотрим. Еще другой вариант коммерческого предложения. Вот этот мы уже смотрели. Открыть. Ну, тут говорится то, что если у вас учетная программа, то SBIS может общаться с, допустим, к примеру, 1С. Есть формат, есть определенный язык общения с 1С. Так. Есть, ни для кого не секрет, есть и существуют такие кассы Evator. Посмотрим на Evator. Так, вы мой экран видите или не видите? Я не нажала и вещаю про коммерческое предложение, да? Так, нет, давайте я не буду тут делать, тут скачать плагин просит. Так, если больше нет вопросов, новое личное сообщение. Так, в принципе, вы можете скачать нашу презентацию и использовать, полистать спокойно сами. Мы доступны, местный филиал доступен в WhatsApp. Номер я говорила. Сейчас я еще раз покажу вам наш номер. Мы в 2 ГИСе мы есть. Ой, не могу последний слайд. Вот он. Ага. 8 914 2 715 835. Вы можете набрать нас в 2 ГИС, в WhatsApp, и можете написать сообщение в нерабочее время. WhatsApp обрабатываю я сама, поэтому вопросы все, которые вы придумаете, можете задавать у меня через WhatsApp. Так, если больше нет вопросов, давайте мы с вами попрощаемся тогда. Спасибо большое всем, кто присутствовал с нами на вебинаре. Вопросы, если какие-нибудь придумаете, можете задавать по WhatsApp. Будем стараться отвечать, либо можете задавать уже напрямую в офис продаж. Вот. Отлично. Все, спасибо большое. Можете отключаться.